Июль, жара. Один из самых вкусных способов освежиться – арбуз. Но так ли это безопасно? Сезон продажи продукта начинается в августе. Сам по себе он полезен. Полный витаминов и клетчатки, он помогает организму справиться со стрессом и снижает риск развития онкологии. Однако, выращенный неестественным путем, он теряет полезные свойства. Торговать ягоды начинают уже в конце июня. Продукт созревает на 2, а то и 3 месяца раньше срока. Такие арбузы выращены при помощи большого количества нитратов и пестицидов. На сегодняшний день уже поступило больше десятка жалоб, связанных с отравлением бахчевыми культурами. Кожица у арбузов и дынь, она проницаема. И вот когда реализация производится у обочин трасс, то выхлопы автотранспорта, они в большом количестве оседают на арбузы. Они проникают внутрь, и, конечно, тогда мы их получаем уже в большом количестве. В общем, это очень вредно для организма. По закону плановые проверки могут проводиться только раз в 3 года, но каждый покупатель имеет право попросить у продавца документы на товар. У нас все законно, потому что международным разрешением все разрешено это поставить. Вербикалина, какая разница, ход бикалина с ними, ход здесь. Но это просто электроцинк, тут же вредно. Ну, винбарен, да. Нет, документов ничего нет. И не будет или будет? Будет. Будет, да? Будет, да. Документы есть, они у хозяина, да? Ага. А почему у вас их нет? Почему он вам их не оставляет? Потому что здесь негде оставлять. Дабы не омрачать свой отпуск, не забывайте об элементарных способах проверки на качество. На кожице арбуза не должно быть никаких трещин, хвостик должен быть высохшим, звук при похлопывании звонким. А торговая точка должна находиться минимум в 5 метрах от проезжей части. Сабина Лаборова, Ирина Круглова, Алан Гасанов, Осетия ТВ.